2 миллиарда 673 миллиона рублей. Такая сумма поступила в территориальный бюджет Ингушетии от налоговых сборов за прошедшие 8 месяцев. Это на 331 миллион рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результаты более чем хорошие, говорят в налоговой службе региона. Страховые взносы поступления на 318 миллионов больше, чем задание. Также у нас федеральный бюджет поступления, увеличение больше, чем задание, на 829 миллионов. И на 394 миллиона больше, чем аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по ликвидации налоговой задолженности Ингушетии. В 2019 году эта цифра составляла 5 миллиардов рублей, а по итогам 2020-го ее удалось снизить почти на миллиард. Это один из лучших показателей по России. А если брать текущий год, то, в принципе, динамика тоже нас устраивает, неплохая. Мы не допускаем большого роста задолженности по налоговым сборам, идем. Темп у нас неплохой. Если разделить всех налогоплательщиков на категории, то самые проблемные из них – это физические лица, говорят в управлении. Их долг в этом году составил порядка 800 миллионов рублей. Не платят в основном транспортный и налог на недвижимое имущество. В таком случае за каждый день просрочки начисляется штраф. Проверять свои задолженности следует каждый год в период до 1 декабря, иначе грозит процедура взыскания имущества. На сегодняшний день активно стоит вопрос и с теневой экономикой. Есть у нас люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, при этом не зарегистрированы в соответствующем качестве, то есть в виде юридического лица или же в виде индивидуального предпринимателя. Не стали на налоговый учет, не заявили соответствующий вид деятельности, экономической деятельности, которым они занимаются, осуществляют, и, соответственно, не платят налоги. Налоговая служба регулярно проводит рейды по выявлению таких предпринимателей. Также проверяют наличие кассового оборудования. Динамика хоть и улучшается в этом направлении, но проблема по-прежнему стоит остро. В решении этого вопроса должны активно включаться и другие госорганы, отмечают в налоговой. Чтобы человек все в соответствии с законом пошел, зарегистрировался в первую очередь в налоговой инспекции в качестве ИП, или пускай он регистрирует юридическое лицо, становится на налоговый учет, соответственно, представляет налоговую декларацию, показывает вид деятельности, показывает обороты или доходы соответствующих налоговых деклараций и платит соответствующие налоги. Это надо делать всем нам, и налоговым органам, и налоговым инспекторам, которые это контролируют. Но также это должны делать, как я уже сказал, государственные органы всех уровней. Если подводить итоги деятельности регионального управления налоговой службы за последние 8 месяцев, самым главным событием года для службы можно назвать реорганизацию. Проходила она путем слияния межрайонных инспекций и объединения с управлением. В местах, где были у нас инспекции, там у нас базируются наши отделы. Управление сейчас состоит из 19 отделов. Для налогоплательщиков никакой разницы в принципе нету, потому что обращаться они могут в те же, у нас на местах есть отдел работы с налогоплательщиками в каждой территориальном обособленном подразделении. Также в управлении напоминают, чтобы оплатить долги, не обязательно толпиться в конторах. Есть специальные электронные сервисы, как госуслуги и портал налоговой службы. Амина Бокова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.